Так, добрый день. Вот никак не хочется основательный большой доклад делать, как и мне надо размахнуться, час обязательно и так далее. Поэтому я тезисы скажу, поскольку тема довольно интересная и банальная. Татарские СМИ, тенденции. Первый тезис. Тенденцию к инкиразу, то есть вымиранию, как бы, так считается. И действительно есть такие примеры, поскольку знание родного языка сокращается у молодежи поменьше и теснит электронные формы носителей, интернет, телевидение, радио. Поэтому можно, так сказать, есть такая тенденция. Но в то же время, если серьезно смотреть, я сам с собой буду спорить. Давайте сначала договоримся о том, что такое татарская СМИ, татарская печать, татарская пресса. Тогда, конечно, это татароязычные. Татароязычные – это несколько другое, но тем не менее, давайте татароязычные. Ну, большинство современной молодежи сейчас, особенно городской, пока только тонкая прослойка только начинает изучать и разговаривать, типа как Фархад, понимаешь ли, а так не очень владеет. Поэтому контент татарский, история татарская, культура татарская, я ее тоже отношу к татарской культуре. Поэтому в связи с этим у меня есть статья «Роль СМИ в этностроительстве» в сборниках «Единство татарского народа» к столетию татарского СМИ. Я лет 5 преподавал на журфаке КФУ, я тогда написал. И поэтому татарские СМИ, татарская печать – это поддержка языка, формирование информационного пространства, поддержка этнической самоидентификации. Главное, получается, что это сфера существования языка. Если печати нет, если телевидения нет, если радио нет на татарском, если еще дома не общаются, значит, все, языка нет. А раз языка нет, сами понимаете, этническая идентификация тоже исчезает. Поэтому мы договариваемся. Если говорить о все-таки главный базис, все-таки татароязычные и скептические какие-то прогнозы, которые звучат, и я тоже иногда их повторяю, можно помнить, что 1,5 миллиона составлял суммарный тираж татарских СМИ в советские годы, до перестроечные годы. 1–1,5 миллиона, около миллиона обязательно сумма. Сегодня, естественно, суммарный тираж, он значительно меньше, там несколько сотен тысяч, ну, 150, 200 тысяч, вот так. Получается, суммарный тираж, несмотря на то, что количество каналов увеличилось, конкуренция увеличилась, и поэтому мы, вот перелистай следующее. Я сейчас приведу цифры от Татмедиа. Недавно на комиссии по языкам Марата Гатуча Ахметова выступил руководитель агентства Татмедиа Республики Татарстан. И вот, пожалуйста, зарегистрировано 304 СМИ на татарском только языке. Представляете? Было это при царе Николае? Не было этого. Было это в советское время? Тоже не было этого. 334 сейчас действует. И сегодня существует 156 печатных изданий на татарском языке. Это только в Татарстане. Еще туда добавляем, мы еще добавляем региональные. Ну, раз СМИ, это наряду с этими газетами, журналами, работает 35 радиоканалов, 99 электронных изданий, это тоже читать приходится, и 39 телерадиоканалов. Представляете, еще 5 информационных агентств, все только на татарском языке. Вы представляете, мы прибедняемся, я в рождении прогнозирую инхираз, а пахнет чем? Посмотрите, какие возможности, какие погоды. И это тут преимущество тех каналов, которые получают государственную поддержку. А есть еще частные поддержки. Это зарегистрированные большинство из них. Но самые многотиражные издания – это газета «Акшарлак», там под 40 тысяч. Газета «Безнегазит», «Ирак Майдана», несколько десятков тысяч, от 15 и выше. И потом ежедневные газеты «Ватаном Татарстан», «Шахри Казан». Смотрите, это такое богатство, и сказать, что они умирают, нельзя, поскольку они действительно действуют
и даже прогрессирует. Последние годы я замечаю изменения, совершенствование качества газеты и «Ватаном Татарстан», и «Шахри Хазан», журнал «Эдель», другие. Журнал «Хазанутлар» отметил недавно столетие. Там уже у него тираж удвоился. Конечно, с помощью государства, но тем не менее. Да, и районный тоже туда входит. И вот тут перед вами список там, 25 изданий, самых таких забойных в Татарстане. Короче, вы видите, потом, когда мы говорим о печатных изданиях, газетах, журналах, конечно, вы скажете, что молодежи это не надо, но тем не менее мы, старшее поколение, и даже молодое поколение, любит поддержать, как красивую девушку хочется увидеть, парень, как он прыгает, разговаривает. Вот газета «Безнегазит», вот я держу «Безнегазит», вот я ее держу. У меня все домашние меня прочитают, потом прочитают соседи, прочитают, потом еще приходят из деревни, в моей деревне, в Башкирии, иногда приходит одна газета «Кызылтам» сейчас на всю деревню и по домам носит. То есть раз уж газета бумажная вышла, она работает, обслуживает несколько десятков человек. Поэтому сравнивать с интернет-изданием, которое может в случае сбоя исчезнуть, и потом выяснится, что это фейк, конечно, это так. Вот поэтому я показываю вот это «Ватаном Татарстан», вот это «Татарлар», газета Конгресса татар, она рассылается преимущественно. «Шахри Хазан», «Звезда Поволжья» на русском языке, она частная газета, очень нужная, вот такое. Вот получается, что мой прогноз об исчезновении об инкразе прессы, татароязычной прессы не подтверждается. Более того, в Российской Федерации, кроме русского издания, русских изданий у народа, других народов с таким богатством, с таким диапазоном СМИ на национальном языке нету. Потом еще и добавим русскоязычные издания. Они, некоторые, большинство из них, даже если уж из Татарстана не выходят, они, естественно, они работают, пишут о татарах, из-за татар, об истории, культуре. Огромный массив информации. Я не буду сегодня спрашивать, тут мы сегодня собрались эксперты, 5, 6, 10 человек, это эксперты. Сколько из вас все последовательно ежедневно читают это? Я не буду. Но что будем делать? Ну, вот я веду в Конгрессе татар рубрику «Юаннар Казгесе», вел, вернее, на видео пересказывал раз в неделю, какие заметные публикации о национальном вопросе публиковались. Но потом я в последнее время уже только пишу, его пока не смотрит. Поэтому давайте будем договариваться как-то, если не нравится в печатных изданиях содержание, актуальности, надо подсказывать, надо бороться с этим. Но потом, есть же «Безнегазит», есть же «Самара Татарлары» как журнал, посмотри, есть журнал «Эдель», есть журнал «Синдика», есть аудитория, есть реальная аудитория. Несколько тысяч народу собрать – это очень непросто. Тем более не так просто держать их в течение целого столетия. Поэтому это огромный ресурс. И тенденции такие, что к росту. Вот я сказал сначала к вырождению, одновременно я замечаю последние, конечно, тут по государственные издания, Татмедиа тоже прикладывает руку, в киосках появились специальные стенды, объясняем, убеждаем. Все-таки последние годы, несмотря на такое длительное падение тиражей, есть стабилизация и даже некоторый рост. Но тут один аспект приходится сейчас иметь в виду. Нет сейчас хорошего издания, у которого не было бы интернет-варианта своего сайта обязательно. И нет у нас интернет-изданий, чтобы там не звучало аудио или видео, посмотрите. Поэтому, когда мы говорим о печатном издании, уговариваем читать и правильно уговариваем, поскольку без чтения человек деградирует, у него развитие затормаживается. Но тем не менее, пусть это содержание дойдет до определенного круга, но мы обязательно должны будем договариваться так, чтобы все виды развивались, поэтому мультимедийность современных татарских изданий единственная, можно сказать,
выход из положения. Посмотрите, в городе татароязычных ребят маловато, но выход найден. Полилингвальные гимназии, вы слышали, в Челнах тоже и в Казани есть. То есть, если ты татароязычный, это не означает, что ты знаешь только татарский язык, говоришь только татарским языком. А ты владеешь и татарским, и русским, и английским, если надо еще каким-то. И, пожалуйста, ты передовой человек, ты развиваешься, ты и растешь. Поэтому полилингвальность и мультимедийность – это главная тенденция, от которой не надо уклоняться. И правильно делают молодые ребята, которые, даже зная английский, зная русский язык, прекрасно, параллельно, обязательно дублируют, общаются, пытаются, пишут, читают татароязычные тексты. Ну вот посмотрите, хочется приятной маме написать или по WhatsApp, ведь грамотно надо написать, и по-русскому грамотно надо написать, и по-татарски тоже написать надо. И получается, что приходится учиться ради этого, и поэтому главная тенденция мультимедийности и сочетания печатных и электронных видов информации. В связи с этим в последнее время вышла такая инициатива Союза журналистов Татарстана. Даже президиум Союза журналистов Татарстана вышел с призывом организовать акции «Даешь Союз бумаги и цифры». Союз журналистов предлагает в течение этого всего 2022 года на своих площадках обсудить актуальные вопросы для издателей, СМИ, полиграфистов, распространителей печатной продукции, почты, структуры, что мультимедийность является неотъемлемой частью развития всех участников рынка. В мире происходят масштабные цифровые, я цитирую, трансформации, которые глубоко касаются традиционных носителей знаний, информации печатных изданий, книгоиздания и других участников рынка. Поэтому необходимо принять этот вызов и повысить свою востребованность в конкурентоспособном обществе. Вот обращается, будем ли мы участвовать? Вот пусть, вы давайте пишите, говорите, что нет, не хотим, мы будем только в интернете. Пожалуйста, лишь бы выкладывалась своя мысль. Газеты и журналы в шаговой доступности необходимы для культурного и нравственного развития. И ни одна газета и журнал не останется только на бумаге. Эта акция предусматривает широкое обсуждение на всех площадках печатных СМИ, телевидения, радио, интернет-ресурсов, проблемы сохранения, развития печатной отрасли Республики Татарстан и возрождения интереса к чтению среди населения Республики Татарстан и татарского населения. Получается, что никак иначе. Меня слышно, нет? Все хорошо слышно, Ремзель Абый, все хорошо. Никак другого пути нет. И в связи с этим, вот с этим обращением ко мне обратилась прямо лично Венера Якупова, главный редактор городского издания «Казанские ведомости». Поэтому мы бурлим сейчас, пытаемся спорить молодежи, поэтому тенденций много, но естественно, вот один из выступающих говорил, что как только зайдешь в политику или в религию, попадаешься в зону повышенного внимания, особенно сейчас, вы понимаете? Поэтому татарские издания – это как бы сектор, как бы, более-менее свободный под надзором, и тем более приходится очень беречь, поэтому грамотно и корректно, в правовом смысле, соблюдая все правила, работать. Но в то же время, что я вижу? В последнее время русскоязычные блогеры, газеты, издания, интернет-издания, все такие интересные, острые выступления, темы вытаскивают, и никого из них не тащат в Следственный комитет, не сажают. Они научились, то есть они не занимаются лобовой политикой, они высказывают свою точку зрения, как бы не лезут в политику, но создают фон. Поэтому я сегодня, я сижу, мы чисто информационных вопросов, а ведь интересы татар в современном мире, в экономике, в социальной жизни, чего мы хотим, история татар в современном мире и для молодежи. Это актуально, это же интересно. Где тут политика, где тут религия? Вот, кстати, в Казани, в Татарстане прошло празднование 1100-летия принятия ислама. На 66 лет раньше приема христианства
православной религии в Россию пришел ислам. И посмотрите, на таком уровне при поддержке президента России провели и праздник. Получается, что татары есть, 1100-летняя история прессы и религии есть, культура есть, договоренности с государственными структурами есть. Посмотрите, никого не арестовывали, ничего, никто не запрещал, посмотрите. Поэтому достоинство нашего народа и нашей молодежи, умение оценивать современную непростую ситуацию и, главное, отстаивать свое желание, отстаивать свои интересы и отстаивать свою идентичность. Каждый имеет право быть самим собой, читать, писать, говорить, петь. И в завершении я скажу только один тезис. Ну вот у нас есть правительственная комиссия по языкам. Там даже проверяют, сейчас у нас в интернет-изданиях, интернет-сайтах ведомств, министерств, насколько правильно пишут на татарском языке. Если ошибка, и почему некоторые издания, некоторые министерства, ведомства не дублируют. Инструкции переводят. И вот в это время я сижу, конечно, неплохо иметь инструкции, все техническую документацию на и татарском языке будет жить. Но главное, мы должны понимать, зачем нам нужен татарский язык, если спросят. Я прочитаю на любом языке технические материалы. Но вот татарский язык нам нужен для того, чтобы читать, слушать, смотреть про свою историю. Хотя бы, если мы языки будем изучать через лучшие наши песни, через наши стихи, Получается, язык предлагаю учить, запоминая, выучивая наизусть песни, стихи, прекрасную прозу. То есть это генетический информационный код татарской культуры, культурный код народа заключается в информации, текстовой информации, которая может приходить через носитель электронный, через бумажный носитель, через звуки, через движущие фигуры, через телевидение, через интернет. Но контент, носитель, он один, един для всех. Поэтому будем осваивать и язык родной, и все носители. И давайте распространять. И вот эти несколько экспертов, которые сидят, пусть будут лидерами этого нашего всеобщего движения. Поэтому давайте поддержим инициативу уже газеты «Казанские ведомости» и журналистов Татарстана «Союз бумаги и цифры». Спасибо за внимание.